Сегодня советскому и российскому политику, академику Международной академии информатизации, профессору Бексултану Сейнароеву исполнилось бы 87 лет. Он был видным общественным и политическим деятелем, принимал участие в разработке и принятии федеральных законов о реабилитации репрессированных народов и об образовании Республики Ингушетия в составе России. Бексултан Магомедович первым среди ингушей получил степень доктора юридических наук. Был заслуженным юристом Чечено-Ингушской ССР. Сейнароев был удостоен множества наград, среди которых орден за заслуги, медаль за доблестный труд и за заслуги перед судебной системой России. Не стало Бексултана Магомедовича 31 января 2022 года. Он ушел, оставив о себе добрую память и славу. С учетом требований Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, все прибывающие на хадж паломники должны иметь при себе действующие международные сертификаты о вакцинации на английском языке. В Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии напоминают паломникам, что вакцинация обязательна. Отправка первой группы паломников из Ингушетии запланирована на 25 мая. В текущем году Ингушетии выделено 1442 места. В Республиканском эндокринологическом диспансере при участии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики состоялся День открытых дверей. Мероприятие прошло в рамках недели профилактики заболеваний эндокринной системы. Посетители смогли определить уровень сахара в крови, пройти осмотр у врача-эндокринолога и до обследования по показаниям. Врачи раздали участникам акции печатную продукцию с освещением вопросов профилактики и диагностики заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета. В Минате объявили о начале республиканского конкурса на лучшую журналистскую работу, посвященную вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. Конкурс проходит с 19 мая по 17 июня. Он охватывает несколько номинаций, включая лучший телесюжет, лучший радиосюжет, лучшая публикация в печатных СМИ, лучшая публикация в интернет-СМИ и лучшая журналистская работа школьного медиакружка. Конкурсные работы необходимо направлять по адресу электронной почты minats.конкурс@mail.ru. В Ингушетии проходят съемки документального фильма о жизни, культуре и природе республики в рамках проекта «Кавказ подо мною». Для этого в Ингушетию приехали режиссер из Ставрополя Мария Дудко и блогер из Латинской Америки Кристал Грация. Съемки проходят при поддержке Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, Комитета по делам молодежи и Комитета по туризму. Девушки отметили, что проект поможет рассказать как можно большему количеству регионов и стран, что такое горная Ингушетия. Я думаю, что это очень похоже на Латинскую Америку. Как это может быть, для россиян может быть и непонятно, но природа здесь более общительная, больше открытая. Вот гостеприимство. Нам накормили много, уливали. Я чувствую вот такая тепла, которую я чувствую, например, у себя дома. У подножия башенного комплекса Нижний Пуй археологи школы каменщиков-реставраторов наследия обнаружили 2 нетронутых склепа 8-14 веков. Входные лазы в склепы были запечатаны. По словам гендиректора школы наследия Рамзана Султыгова, открытие имеет огромное значение для понимания погребальных обрядов и традиций ингушей. Запечатанные склепы – явление, с которым специалисты столкнулись впервые. В рамках реализации госзадания по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению на территории Сунжинского лесничества было высажено 48 600 саженцев ясеня обыкновенного и акации белой. Лесники будут вести наблюдение за состоянием и ростом саженцев в течение 5 лет, проводя необходимый агротехнический уход.